Рада приветствовать вас сегодня на уроке. Для начала я попрошу вас посмотреть соседу по парте, в глаза друг другу, пожалуйста, посмотрите, улыбнитесь. Я хочу, чтобы вы начали этот урок на позитиве и с хорошим настроением. Так, представьте параболу. Посмотрите вокруг, в этот кабинет. Внимательно посмотрите. Теперь закройте глаза и представьте, что вы дома у себя, в своей комнате. И откройте и скажите мне, пожалуйста, где вам уютнее находиться? Дома или в этом кабинете? Дома. Дома. Почему вам приятно дома находиться в своей комнате? Как вы думаете? Чем отличается эта комната, этот кабинет от вашего дома, от вашей комнаты? Чем отличается? Может, чего-то не хватает, может, что-то хватает, может, чего-то недостаточно. Чем отличается этот кабинет от вашей комнаты, от вашего дома? Дома есть все удобства. Правильно, все удобства. Еще чем отличается? В удобство что входит? Диваны, мебель, точнее сказать, да? Картины. У вас дома ковер, да? У вас же у всех ковер. На окнах у вас висят шторы. Висят? Да. Вот все это, то, что создает нам уют, называется текстилем. Все вокруг. Текстиль тесно связан с человеческой жизнью. То есть, что нас окружает дома? Это и шторы, это и обивка для мебели, это и ковры, и постельное белье, наволочки, пододеяльники, простыни, даже ваша одежда, все относится к текстилю. Посмотрите, пожалуйста, на вашу одежду. Из чего она сделана? Как вы думаете? Из ткани. Из ткани. А ткань, в свою очередь, изготовлена из текстильных волокон. Текстильных волокон. Если посмотреть очень близко на кусочек на ткань из вашей одежды, можно заметить, что она изготовлена из ниток, переплетенные между собой. А в свою очередь эти нитки изготовлены из волокон. Поэтому давайте сегодня узнаем, какая же наша тема. Сегодняшняя тема нашего урока будет текстильные изделия для дома. Я вам говорила, что текстиль – это от латинского слова «текстус», означает в переводе «ткань, материя». А нитки, ткань, из которых изготовлена нитка, состоит из пряжи. В свою очередь, пряжи сделаны из волокон, переплетенных между собой. Теперь остановимся на текстиле, на волокнах. Забыла вам сказать, какие задачи мы должны сегодня сделать, какие задачи должны пройти на этом уроке. То есть мы узнаем, из чего делает ткань, познакомимся с видами текстиля и научимся делать эскиз прихватки. Эскиз прихватки. Вот волокно. Что такое волокно? Это гибкое вещество, которое во много раз длиннее, больше, чем его поперечный размер. Волокна, которые используются для изготовления пряжи, ниток, называются текстильными волокнами. А в свою очередь текстильные волокна делятся на два вида. Это натуральные и химические. К натуральным относятся какого происхождения волокна? Растительного и Растительного и животного происхождения.
Вот рассмотрим растительное происхождение волокна. Что вы думаете, что это? Хлопок. Хлопок. Это какой-то цветок, да? Мы сейчас на каждом из них остановимся. Животное происхождение. Баран. Животное, да? Овца. А это, как вы думаете, что это? Мех, овцы, шерсть. Нет. Это кокон. Кокон. Из чего изготавливают шелк. Но мы еще остановимся. А к химическим относятся искусственные и синтетические. Вот эти волокна изготавливают в химических заводах, фабриках. Это очень большая тема. Эту тему мы пройдем в старших классах. А пока мы остановимся на натуральных волокнах. Вот производитель шелка. Как вы думаете, откуда возникает шелк? Откуда происходит шелк? Его производит гусеница шелкопряда. Кокон, который плетет гусеница при окукливании, из выделяемой ею шелковой нити перед окукливанием служит куколке надежной защитой от врагов и от внешних воздействий природных. Однако человек нашел свое применение и этому. Прочные шелковые нити. Вот как видите, это мотыльки, а это их гусеница. Она окукливается, потом превращается в мотылек. Ну, это вы по естествознанию, наверное, учили, да? Шерсть, которую вы видели, фото овцы, это шерсть, это собранный кожный покров, волосяной покров животных. Овец, коз, верблюдов, которые широко у нас применяются, да? Здесь вы видите такое животное, как лама. Оказывается, из шерсти ламы тоже прекрасная шерсть производится. У нас она, конечно, не выпускается, у нас широко распространены другие, да, волокна, а эти тоже распространены, но не в наших областях. Основную массу перерабатываемой изделий составляет шерсть овцы, овечья шерсть. Хлопок. Это растение, не хлопок, а хлопчатник называется. Хлопок – это мягкое, тонкое, пушистое волокно, которое растет в семенной коробке. Вот эта штука, вот эта семенная коробка. Волокно несколько. Вот эти белые вещицы, да, это волокна хлопковые, они пушистые, это как вам объяснить? Внутри этих волокон семена хлопчатника, они находятся внутри скрученных между собой волокон хлопка. Он из семейства мальвовых высотой до 2 метров. Он распространен в тропических и субтропических областях нашей планеты. Это в Африке, Америке и Азии, то есть в теплых странах. Это вот цветок. Льняное платье. Вы слышали когда-нибудь льняное платье, ткань, лен? Вот из этого растения, из этого цветка производят это волокно. Растение оно высотой до 1 метра. Волокна льна расположены в стебле растения. Вот когда оно созревает, когда уже все цветочки уже скручиваются, растение становится серо-коричневым. И тогда уже начинается сбор урожая, и вот внутри этого стебля находятся волокна, очень ценные. После уборки полученное сырье для производства пряжи подвергается для дальнейшей обработки. Цвет волокон серый от светлого до темного. Вот. Так. Сегодняшняя наша работа практическая связана с изготовлением обычной прихватки, кухонной прихватки. Это тоже относится к текстилю, да? Наши девочки подготовили свои сообщения на эту тему. Давайте послушаем. Ваша задача слушать внимательно, потому что после их сообщения вас ждут вопросы, не трудные, но и ответы на эти вопросы скрыты в их сообщениях. Давайте внимательно послушаем. Иная первая.
нашей эры в Египте. Люди в средние века шили себе одежду сами, из ручных ткацких станков. Но в середине 17 века в Англии было произведено механический ткацкий станок для продажи ткани. Но эта ткань стоила слишком дорого, и не каждый мог себе его позволить. Из-за этого бережливые женщины из Англии и Франции остатки от платьев не выбрасывали, а хранили. И когда этих лоскутков оставалось достаточное количество, они могли шить себе наволочки для подушек или одеяло. Более значительное развитие получил он в Северной Америке, так как переселенцы из Европы попали в нелегкое положение вдалеке от городов и магазинов. Они использовали каждый сантиметр ткани для того, чтобы шить себе одежду, подушки и одеяло. Спасибо большое. Так, Аслай, слушаем твое сообщение. Крах является выражением искусства испокон веков. Прослеживается каждый народ из них. Сложно определить, когда и где впервые зародилось лоскутное шитье. Археологические находки свидетельствуют о том, что лоскутные изделия встречались как в Азии, Европе, так и в Африке. Ткань является недолговечным изделием, поэтому найти древнее лоскутное рукоделие трудно. Свою древнюю историю лоскутного шитья, как прикладное искусство, прав имеют и казахи. В настоящее время в Казахстане ведутся научные исследования в данной сфере. К традициям крах обращаются современные художники, дизайнеры и модельеры. В этой связи исследование традиционного искусства лоскутного шитья имеет не только научное, но и практическое значение. Лоскутные изделия казахов не только украшали быт, но и имели определенные символичные значения, связанные с передачей гармонии, здоровья, благополучия, необходимых человеку жизни. Важнейшее символическое свойство краха – это скрепление семьи, соединение в неразрывное целое представителей разных семей, родов, племен и так далее. Узоры в целом выполняют функцию оберега. Именно поэтому лоскутные изделия воспринимаются как непременный атрибут любого жилья, как гарант благополучия и продолжительной жизни. Спасибо большое. Надеюсь, вы слушали внимательно. Теперь вас ждет вопрос. Какую страну принято считать родоначальницей лоскутной техники? Этот вопрос из сообщения Инаи. Где возродилось лоскутное искусство? В Англии, правильно. Что способствовало возникновению лоскутного шитья? Почему возникло лоскутное шитье? Почему? Как вы думаете? Если слушали внимательно, вы должны найти ответ. Может, сама Иная, может... Из-за нехватки материалов и дороговизны. Вот. В те средние века материал был дорогой вещью, поэтому, чтобы использовать каждый сантиметр ткани, женщины собирали вот эти лоскутки и из них делали сырье для наволочки, для подушек и другие, покрывала делали и другие текстильные изделия, годные для дома. Так, к какому виду искусства относятся изделия из лоскута? К декоративно-прикладному искусству относятся. И сегодня из разнообразных лоскутков можно создать настоящее произведение декоративно-прикладного искусства. И сегодня ваша задача, практическая работа наша, связана с изготовлением прихватки. Но изготовление прихватки
очень объемная работа. Она состоит из 3 этапов. Первый этап – это эскиз, выполнение эскиза. Второй этап – это технология изготовления. А третий – это уже изготовление прихватки. Каждый этап требует определенного анализа, дискуссии и практики. Поэтому сегодня мы остановимся только на первом этапе, на изготовлении эскиза. Эскиз, как обычно, прихватки создаются из геометрических разных фигур. Это комплекс композиции геометрических фигур, составленные, собранные в один блок. Вот здесь, в нашей импровизированной выставке, вы видите разные виды прихваток, которые сделали ученицы, ученики нашей школы. Вот здесь о чем я говорила. Вот, например, здесь прихватка обычная. Здесь использовали разные геометрические фигуры, да? Какие фигуры вы здесь замечаете? Квадрат, прямоугольник. Треугольник, квадраты маленькие, прямоугольники. Вот этот очень узкий прямоугольник, это тоже фигура, правильно. Вот самый большой у нас наволочка, вот о чем говорила у нас Иная. Можно из лоскутного сырья сделать наволочки для постельного белья, да, для подушки. Здесь тоже вы видите разные ромбы, видите, да, фигуры, квадраты, треугольники и так далее. Здесь собраны разные. Существуют разные виды прихваток. Прихватки можно использовать как в обыденном времени, да, но прихватки для чего используют? Чтобы взять с плиты горячую кастрюлю, там, да, чайник, чтобы не обжечься. А можно использовать прихватки как сувенир. Можете оформить интерьер вашей кухни. Вот эти прихватки, они красиво можете оформить свою кухню. Да? В некоторых кухнях они же висят. Это используется как и декоративное оформление вашего интерьера. Так, в рассказе у осла вы слышали новое слово, английское слово patchwork. Patchwork с английского состоит из 2 слов. Patch – это лоскут, кусок ткани, и work – работа. Если перевести досконально, patchwork переводится лоскутная работа. Так? Лоскутная техника очень проста. Ею может заняться даже новичок. Для этого требуются простые материалы, простые изделия. Это нитка, иголка и кусочки материала. А также еще некоторые инструменты. Если вы угадаете, я вам сейчас загадаю загадки, и вы узнаете, какие же инструменты. Маленькая ростом, тонкая и острая, носом путь себе ищу, за собою хвост тащу. Какой инструмент? Иголка с ниткой, правильно. Маленькая головка на пальце сидит, сотнями глаз во все стороны глядит. На пальце одном, ведро вверх дном. Как называется? Напальчик. Напальчик, наперсток. Называется наперсток. Вы, наверное, у мам, у бабушек видели, да? Для чего используют наперсток? Чтобы иглу не уколоться. Да, чтобы толкать иглу в трудно, допустим, вот эти места, да, в ткани бывают, что толстые места, да, иголка не проходит, и этим наперстком мы толкаем. Правильно, угадали. Так, сейчас я вам раздам для практической работы задание. Вы группой должны... Сейчас объясню. Вот ваша работа и вот ваша. Коллективная работа будет. В конверте у вас находится, будем считать, лоскутки. Да? Ну, в данном случае мы будем выполнять в технике аппликации разные фигуры. Вы эти фигуры должны собрать в одну композицию. На арке перед вами стоит. Но это задание с подвохом. Там есть лишние фигуры. Поэтому будьте внимательны, когда будете собирать
свои эскиз прихватки. Начинать можно. Сейчас я вам клей, да? Да, приклеивайте. Будем анализировать потом, у кого как вышло. Соблюдайте композицию. Тут можете уже клеить. И вас соберете, да? Так, вроде собрали. Теперь должны это зафиксировать. Вы будете сейчас показывать, защищать свою работу, чтобы все это не выпало. Так. Соблюдайте композицию, чтобы была симметричность. Так. Клейте, клейте. А тебе клей есть? Так, вам помогай, клей тоже. Клей стоит же? Не раз, и раз. У кого же красивее выйдет? Кто будет соблюдать цветовую гамму? Кто будет соблюдать композицию? Сейчас посмотрим. Клей свободен. Ты сразу машешь клей, кто-то будет клеить. Знаете, что такое симметричность, ребята? Это когда, если с этой стороны желтый стоит, то с той стороны тоже желтый. Если с этой зеленый, тогда это зеленый. Вот это соблюдайте, не потеряйтесь гамму. Быстро. Это вы уже команда заканчивает. Команда заканчивает. Вот мне кажется, сюда здесь лучше, потому что с той стороны что ну, закончили? Что лишнего у вас осталось? Синий квадрат. А это какой размер? Я вам объясню. Трапеция называется. Так, у нас готово. Ты машешь клей сюда, машешь один. Да. И сюда намажешь, чтобы сразу приклеить. Так, вот, надо было так быстро. Оставь. Ты возьми сюда, намажь клей, чтобы сразу клеить. Да. Вот. Так, Ван, иди сюда. Давайте держите свою работу. Будем проверять.
Так, Что это такое? ждем следующую тему. Последний. И Асхан, пожалуйста, к доске. Магнитики повесь, пожалуйста. Так, садись, пожалуйста. Теперь смотрим. Анализируем не свою, вы будете анализировать их работу, а ваша команда ихнюю работу. У них отлично. Только в этом? Как вы думаете, здесь соблюдена гамма? Нет, компенсационная? не соблюдена. Почему? Ну, в принципе, можно и так. Но мне казалось, что если здесь, например, зеленое, то здесь желтое. Если здесь желтое, то здесь желтое. Я про это говорила. Помните, симметричность? Если с стороны зеленое, то это соблюдено. Но если так посмотреть, вроде ничего так, да? Красиво вышло. Здесь какие фигуры вы использовали? Какие геометрические? Треугольник, трапеция. Треугольник, трапеция и все, да? Только две фигуры. А у вас, мне кажется, побольше. Какие геометрические фигуры вы использовали? Круг. И это усеченный такой треугольник, да, который вырезали головину. Так, правильно. Так, все, вроде идет. Теперь, пожалуйста, я сейчас вам дам вот такое задание. Вы должны заполнить эту пустую клетку. Вот эту таблицу вы должны заполнить. Сопутствующие слова вот здесь приведены. Эти слова вы должны классифицировать. Хорошо? Думаем, советы даем, советуемся. Ну, такой, небольшая подсказка. А что вообще мы должны писать? Вот это все. Что это такое? Про что я вам говорила? Крайне честно. Да, вот. Вот это слово где пишется, как ты думаешь? Правильно, пиши. Если считаешь правильно, советуйся, пиши. Аслан, советуйся, подсказывай. Так. Остальные подсказывайте, что дальше идет от натуральных волн, что идет? Какие? Мы сегодня проходили какие волокна? Натуральные, не химические. Натуральные проходили, а натуральные волокна на какие делятся? Да? Правильно. Что это? Мальчик. Помогаем. Аслан, на, пиши. Что надо писать? Помогайте. Айгуль, пиши. Помогайте. Что еще надо писать? Так? А там что будет? Айгуль, как ты думаешь? Натуральный волокна на два вида делится, да? Мы говорили. Действительно. И какое?
Какое? Животное происхождение. Вот, сюда пиши животное происхождение. Напиши животное происхождение. Так, эту команду уже заканчиваем. Какая? Все. Вот, все. Давайте, идите сюда. Так, проверяем. Натуральное волокна делится на животное и растительное происхождение. К животным волокнам происхождения относятся шелк, шерсть, к растительным воздух и лен. Все правильно, все запомнили, молодцы. Так? Так, и Нави, сюда. Натуральное волокна, растительное, животное, лен, хлопок. Ну, все правильно, молодцы. Значит, все поняли вроде. Теперь, ребята, я сейчас вам раздам стикеры. Вы должны написать сюда ваши впечатления. Ну, с маленьким можете. Подытожим наш урок. Да, понравилось вам урок или как? С помощью олимпийской рефлексии, называется олимпийская, мы подытожим наш урок, да? На этом уроке что было вам интересно? Вам было важно что-то узнать? Что-то полезное вы узнали для себя? Или что-то неожиданное было вам узнать? Или что-то новое узнали? Нарисуйте на стикере каждый какой-нибудь смайл, не знаю, лайк. И можете наклеить на один из кругов, который вам. Ну, можно сразу несколько. Может, кому-то и ново, и важно, и полезно. Пожалуйста, я же приклеивать. Уже приклеивать. Уже писали? Можете приклеить. Себе туда, на кольцо. На кольцо само. Вот полезно. Так. Имя пишем? Не обязательно. Ручкой можно? Можно. Только маску, ручку. Вот одно из этих слов и должны вы отметить. Вам как тебе было? Интересно или не интересно? Или не полезно, или не ново? Ты все это знал и раньше. На кольцо, да? На вашу. Да, туда. И интересно много. Ну да, можно. Так, теперь. Перед тем, как закончить наш урок, я хочу вам все-таки задать несколько вопросов. И еще раз подытожить наш урок. Какая тема была сегодняшнего урока нашего? Тема какая? Текстильные изделия для дома. Что вы делали эскиз? Чего эскиз делали? Эскиз чего? Нет, ребята. Что мы изготавливали эскиз? Эскиз чего делали мы? Вот на рисунке что изображено? Вот
Вот, мы делали эскиз чего? Эскиз прихваток. Да. Вот, ну так и надо было сказать. Да. Так, ну вроде я уже все у вас перераспросила. Ну вот, на этом наш урок, если вам было интересно, большое вам спасибо. На этом урок наш заканчивается. Спасибо, до свидания. До свидания.